Да, действительно, 1 июля текущего года по поручению руководства страны была запущена новая единая государственная система субсидирования на портале gosagro.kz. Данная система создана Министерством сельского хозяйства. Ее главное отличие от существующих систем в том, что она совершенно бесплатна для фермера. Потому что очень много вопросов наши фермерские хозяйства, особенно мелкие и средние, задают по вопросу абонентской платы и так далее за доступ к существующим информационным системам. Поэтому была создана такая бесплатная альтернатива для фермера, которая позволяет в свободном режиме онлайн получать все предусмотренные государственные меры поддержки в виде субсидий как государственные услуги. С 1 июля система запущена, сейчас идет процесс обучения. До обеда мы обучаем представителей акиматов областей, потому что они являются услугодателями в этой системе. После обеда мы обучаем всех фермеров в онлайн-режиме от регистрации до получения каких-либо услуг. Основная задача системы — получать оперативные данные, в том числе о необходимых объемах финансирования, потому что, будем так говорить откровенно, не всегда субсидий в сельском хозяйстве достаточны. И очень много вопросов и нареканий шло о распределении данных финансовых средств среди фермеров. Поэтому нами в первую очередь были решены эти вопросы. Я сейчас, может, вкратце расскажу. Самая главная задача, которая стояла при разработке, это прозрачный процесс распределения бюджетных средств. Эту задачу мы решили. Мы отработали ее на уровне правил. Сейчас внесены изменения во все правила существующие. И поэтому государство будет получать те данные, которые необходимы для корректировки, для понимания объемов субсидирования и так далее в онлайн-режиме практически, ну не практически, а в онлайн-режиме, потому что, еще раз повторю, система государственная и является альтернативой платным системам, потому что платная система находится в частных руках. Еще раз скажу, что 1 июля система запущена, это новое, да, и не всегда наши фермеры как бы воспринимают что-то новое как положительно, поэтому сейчас идет вопрос бурных обсуждений. Мы не закрыты. Все те каналы обратной связи, и единый контакт-центр, и телеграм-чаты, и WhatsApp-чаты не модерируются абсолютно. То есть любая информация, критика, какие-то предложения, мы воспринимаем это с точки зрения того, как максимально использовать те данные, которые дает нам фермер, недовольство, может быть, критику к действующим правилам, действующим системам, может, где-то ему просто неудобно как-то работать. Мы воспринимаем это как сигнал к действию. И сейчас вот с руководством министерства вот такая задача поставлена. Мы сейчас работаем от обратного. Сейчас мы запускаем систему, и те вещи, которые предлагают фермеры, которые удобны для них, понятны, но по какой той или иной причине не отражены в правилах, мы сейчас реализуем в этой системе, показываем фермерам, показываем акиматам, говорим, вот это вот так будет работать. Вас всех устраивает вот именно там в части интеграции, в части получения и подтягивания данных, обработки, авторасчетов и так далее. Если они говорят, да, все нас устраивает, мы отдаем это уже в реализацию в части правил, то есть нормативно-правовых актов. То есть мы идем, пошли от обратного. Это называется, как бы, ну, проще говоря, регулятивная песочница. Сначала делаем, потом принимаем правила. То есть это законом разрешено, цифровизация, поэтому Министерство сельского хозяйства в этом плане пошло по этому пути. Потому что самое главное, система есть. Система сейчас, вот на 1 июля, соответствует всем требованиям правил. Но опять же, с учетом тех нареканий, которые наши фермеры говорили, что нужно здесь доработать, здесь доработать. Вопрос, который мы решили сразу в системе, это так называемый лист ожиданий, который связан именно с прозрачностью распределения субсидий, о котором я говорил ранее. Теперь фермерское хозяйство буквально 1 января этого года приобрело сельхозтехнику. У нее как бы наступил случай, когда она имеет полное право подать заявку на получение субсидий. Сейчас они готовят эти заявки и ждут, когда акимат области выгрузит так называемый бюджет. Есть факт, когда они спят ночами, по сутки, по двое, когда выгружается бюджет, и тогда нужно срочно подать заявку, чтобы получить эти деньги, положенные государством.
Здесь опять же вопрос и КУСХ, да, управление сельского хозяйства. Есть человеческий фактор, очень много рисков. В прошлый год там антикоррупционная служба проверяла эти все вещи, и факты есть, мы не скрываем это. То есть человеческий фактор никак избежать очень сложно. Вот лист ожидания позволяет сейчас, 1 января, подать заявку на положенную субсидию. Она формируется, подается, и сотрудник УСХ, условно, 2 января, у него есть 3 дня на рассмотрение этой заявки, если, ну, стандартная услуга, да, он ее рассматривает. Если все в порядке, он ее одобряет, и заявка становится у нас в лист ожидания. Если я подал заявку 1 января, то, соответственно, я в листе ожидания под номером 1 стою. Следующий, кто пришел после меня, подал заявку на эту же субсидию под номером 2, под номером 3, под номером 4. И УСХ уже не может перейти ко второй заявке, не обработав первую. Это мы уже четко сделали в системе. То есть система просто не пускает перейти к другой заявке, а я увидел, там мой родственник, второй, сейчас ему денег не хватит, но не могу. Система говорит, либо одобряй заявку, либо отклоняй по установленным законодательством требованиям. Если я одобрил ее, эту заявку, то только потом я перехожу ко второй заявке. Первая одобренная заявка стоит в листе ожидания под номером 1. Затем, когда проходит процедура, вот мы набрали лист ожидания, в очереди одобренных заявок 102 заявки, условно. В марте месяце у нас обычно происходит на уровне областей бюджетирования и распределяется бюджет. Все, фермер 1 января подал заявку, он забыл. Он видит лист ожидания, у нас прозрачный, прямо на сайте есть, прям видно, что по какой услуге, кто в каким номером стоит, в какой области по листу ожидания. Все, он прозрачный, даже авторизироваться не надо, чтобы ее посмотреть. Вот. В марте акимат загружает бюджет, и бюджет распределяется по этой субсидии от первой до последней. Сверху вниз. И есть такие вещи, как транши, да, то есть первого транша мартовского хватило на 100 заявок, а в листе ожидания стоят 102. 100 заявок одобрены, они выплачиваются, 101 и 102 становятся 1, 2. Все, и ждут следующего транша. Опять же, никаких действий больше фермеру предпринимать не надо, ждать следующего транша. Обычно они там раз в квартал не происходят, и деньги выделяются. То есть это, ну, есть республиканский бюджет, местный бюджет, субвенции и так далее. Да? В этом плане все прозрачно. И даже сотрудники УСХ, когда им нужно распределяется бюджет, и у них по 3-4 тысячи заявок висят, они должны ее там за ночь, за 2, но это физически невозможно. Опять же, нарушается правило оказания госуслуг, когда говорится 3 дня вы должны это все обработать. То есть эти вещи тоже. Мы все эти вещи нивелировали. Сейчас мы проработали вопрос с коллегами из комитета казачейства, с председателем, вот совещание проводили, как наладить лист ожидания в части выплат. То есть вы понимаете, сейчас из действующей системы наши коллеги берут на носителях системы субсидирования, на флешку, несут в бухгалтерию. Бухгалтера по этим вставляет в 1С, потому что 1С это бухгалтерский счет, он первичен. Забивает туда, там тоже есть человеческий фактор, да, то есть можно вот здесь поменять местами, кому-то быстрее выплатить, кому-то сказать, а вот зависла платежка. Ну, то есть никого ни в чем не обвиняю, но мы работаем в части исключения человеческого фактора, абсолютно. Здесь, к сожалению, еще нет единой системы бухгалтерского учета для всех государственных органов. Ну, как бы к этому идем. Коллеги из комитета казачей сказали, что мы к этому идем. Мы сейчас готовы и вот уже примерно разрабатываем алгоритм. Мы будем интегрироваться со всеми 1С-ами всех акиматов. Для того, чтобы как только в нашей системе подтвердили получение и пошел заявка на платеж, она автоматически попала в 1С. И бухгалтеру не нужно там... Во-первых, сотруднику ответственному не нужно на флешке никуда ходить. Она упала туда, и пока она туда не сгрузилась, он не может второй перейти. То есть лист ожидания идет сквозной полностью, от начала до конца. Ко второй заявке не может перейти на платеж, пока та не ушла в 1С, и пока там бухгалтер не подтвердила, что отправил в казначейство на оплату. Все. Вот мы спускаемся до этого уровня. Поэтому вот система авторасчетов это то, что мы хотим. Оно работает уже по некоторым услугам. Сейчас вот по инвест-субсидиям, которые очень сложные для подсчетов, там есть очень много внутренних нюансов, паспортов, это и строительство, это ПСД и так далее, госэкспертизы, такие вещи. Мы сейчас максимально тоже выходим на него. Почему как бы мы говорим, что по инвестам
очень много переходящих проектов. В старой системе есть десятилетние договора, вы понимаете, да, что уже 10 лет назад люди заключили эти договора, и каждый год государство им субсидирует, там, например, процентную ставку. Никаких проблем с интеграциями нет. Вот сейчас процедура идет большая, мы уже выявили в процессе обучения еще 4 информсистемы, с которыми мы должны синтегрироваться. Мы тоже о них не знали. Оказывается, вот в ручном режиме люди подтягивают какие-то данные, PDF-форматы, там, ограничения по объему. А это все есть, оказывается, в информационной системе соседнего министерства. Переговорили с коллегами, они говорят, вообще никаких проблем, подтягивайте информацию. Вот. Система авторасчетов позволяет по определенным услугам, когда нет инвест-субсидий, нужно выезжать, проверять комиссионные. И то мы сейчас хотим комиссию перевести в электронный формат, чтобы не было бумажных подписей. Формируется комиссия электронная, там подписывается. Да? Когда фермер нажимает на выбор этой услуги, система автоматически, он ничего вообще не забивает, он только выбирает эту услугу. Автоматически говорит, уважаемый фермер, по вашей земле, по вашим объемам, по вашим этим, вам положено 100 тысяч тенге. Все, он ничего не забивает. Вы согласны с этим? Он говорит, да, я согласен. Он примерно понимает, расчет ему показан, там, коэффициенты, все эти вещи. Я согласен. Он нажимает подписать заявление. Подписывает ЭЦФ заявление, берет на себя ответственность, как мы подписываем, что за данные, за эти все вещи, она уходит, опять же, в лист ожидания. Сотрудник УСХ смотрит, и он знает, что по этой услуге уже проведен максимальный контроль. Проведен максимальный контроль, все проверено, все данные стопроцентные, и он просто делает подписать. В этом случае даже, возможно, мы сейчас перейдем, если коллеги с УСХ согласятся, по некоторым услугам сделать вопрос, есть такой пункт автоподписания. То есть ЭЦП стоит, управление сельского хозяйства, и оно автоматически подписывается, уходит на платеж. Идем дальше. То есть мы за эволюционный, медленный такой интеграционный переход, то есть ни в коем случае не останавливать частную систему. Такой задачи вообще не стоит. Задача предоставить альтернативный, удобный, понятный интерфейс, удобный, понятный, чтобы, понимаете, по нашему мнению, фермер не должен быть IT-специалистом. Он не должен разбираться, он может в этом разбираться, но не обязан это делать. Он обязан быть агрономом, хорошим ветеринаром, животноводом, да, и так далее. А мы говорим о том, что в нашей системе, вот даже мы когда ее презентовали, знаете, у нас есть определенный пул, может быть, сотрудников, помогающих работе с действующей системой, скорее всего, да, так. Говорит, какой-то у вас сайт, там, как будто дети на коленке писали. Коллеги, я ответил вот в телеграм-канале, говорю, ребята, спасибо, что это отметили. Почему? Потому что наша задача была сделать сайт, который не пугает фермера. Простой. Вот вы зайдете на gosagro.kz, лишнего текста, картинок, каких-то реклам или чего-то нет. Просто выберите субсидию, выбирайте субсидию, погрузитесь, подпишите, все. Никаких лишних вещей там нет, потому что фермер должен заниматься сельским хозяйством, а не искать 1000 помощников, которые должны ему там помочь подгрузить тот или иной документ. Вот. Это тоже та связь, которую мы вот хотим наладить с фермером. Вот эти телеграм-каналы, к сожалению, они позволяют максимальное количество привлечь людей, но те обсуждения, которые сейчас там идут, я думаю, они не охватывают процент фермеров, которые сейчас на полях. Не каждый фермер, да, сидит. И ему это и не нужно. То есть, понимаете, и как бы он и не должен это делать. Ну, то есть, появилось время, появилась возможность подать субсидию, пришел, подал субсидию, забыл, все. Далее, система государственная, вот наш многоканальный телефон, да, который вот мы используем. Сейчас мы идем дальше, есть мобильная база данных граждан, да, там есть телефоны всех. Если вы зарегистрированы как ИП, то ваши координаты есть. Мы сейчас будем дорабатывать вопрос, что при получении одобрения вам будет приходить СМС уже, что ваша заявка одобрена. Не надо даже заходить никуда, на поле работать, ага, все, мне одобрили субсидию в размере там, 100 тысяч тенге, все. Будет выплачено, когда при наличии соответствующего бюджета.